На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Регионы являются фундаментом страны. Президент Бадыр Гунба принял участие в отчетном заседании администрации Гулрыбского района. Главная ценность – люди. С 1 июня единственный в республике кризисный центр семейного типа стал государственным учреждением. От площади Сергея Багапши до площади Театральной торжественное шествие в День национального флага прошло на набережной Махаджиров. В администрации Гулрыбского района подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год, работы служб жизнеобеспечения, а также достижений в сфере образования, медицины, культуры и спорта за отчетный период 2026 года. Заседание прошло с участием главы государства, президента Бадры Гунба. Гулрыбский район полностью выполнил план по всем 13 видам собственных доходов. Расходная часть местного бюджета исполнена на 94%. При запланированных 217 миллионах рублей фактические расходы составили 205 миллионов 569 тысяч рублей. Это на 18% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Реконструкция Сухумского международного аэропорта стала мощным стимулом для развития туризма и экономики Гулрыбского района, отметил глава администрации района Саид Харази. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 380 миллионов рублей, что на 27% выше показателей 2025 года. Он также сообщил, что с января по июнь район посетили 98 тысяч туристов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2025. Глава администрации связывает увеличение турпотока с расширением номерного фонда, запуском новых экскурсионных маршрутов. Глава администрации Гулрыбского района Саид Харази, отчитываясь об итогах работы за 2025 год, особое внимание уделил ликвидации последствий стихии и инженерной защите. Для исключения дальнейшего подтопления жилых домов коммунальные и инженерные службы района провели комплекс экстренных гидротехнических работ. Была проложена новая ливневая канализация протяженностью 200 метров. Для защиты прилегающих территорий укреплена дамба на участке реки длиной 150 метров, а также прорыт водоотводный канал протяженностью около 1 километра. В селе Мачара и поселке Гулрыбш оперативно выполнены работы по расчистке дорожного полотна и ливневых систем от сошедших оползней, а также проведена засыпка поврежденных участков дорог. Президент Абхазии Бадыр Гунба подчеркнул стратегическую важность подобных встреч на местах, отметив, что они позволяют объективно оценить результаты работы и напрямую обсудить с жителями насущные проблемы региона. Такие встречи в районах имеют особое значение. Это возможность не только оценить проделанную работу, но и напрямую поговорить с людьми, услышать и понять, что удалось сделать, а где необходимо усилить нашу работу. Обратился президент к присутствующим. Бадыр Гунба напомнил, что именно регионы являются фундаментом страны, где живет и трудится большая часть граждан. Общее развитие Абхазии напрямую зависит от улучшения социально-экономической обстановки на местах. Такие встречи в районах имеют особое значение. Это возможность не только оценить проделанную работу, но и напрямую поговорить с людьми, услышать и понять, что удалось сделать, а где необходимо усилить нашу работу. Я всегда говорил и повторяю сегодня, именно районы являются основой нашего государства. Большинство граждан Абхазии живет и трудится здесь, в наших селах и небольших поселках, городах. Если развиваются районы, если улучшается социально-экономическая обстановка в районах, безусловно, это в целом отражается на всей стране. Гулрыбский район всегда славился трудолюбием, сильными и неравнодушными людьми. Здесь умеют работать, здесь умеют преодолевать трудности, бережно относятся к своей земле и воспитывают детей с уважением к труду. Именно такие люди являются главной опорой нашего государства. Не случайно нынешний год объявлен годом села. Но хочу подчеркнуть, это не разовая акция и не внимание лишь на один календарный год. Развитие села, поддержка районов, создание достойных условий для жизни людей были и останутся одним из главных направлений государственной политики.
знаем, с какими сложностями, с какими трудностями приходится сталкиваться зачастую нашим сельчанам. Мы постараемся сделать все, зависящее от руководства государства, от руководства района для облегчения сельского труда. Полную версию выступления президента Бадры Гунба в администрации Гулрыбского района смотрите после выпуска новостей. Президент Абхазии осмотрел новое здание администрации села Багмаран Гулрыбского района. На протяжении всего послевоенного времени у администрации не было нормальных условий для работы. По поручению президента силами района построили новое здание для сельской администрации. Сегодня в селе проживает 250 человек и насчитывается более 70 дворов. Президент выразил благодарность главе администрации Гулрыбского района Саиду Харазия за проделанную работу. В новом здании также оборудован актовый зал, где жители смогут собираться и обсуждать насущные проблемы. Когда к жителям проявляют такое внимание и так подходят к работе, это становится отличным примером для подражания. Выражаю за это благодарность главе района, сказал Бадра Гунба. Первый этап строительства, второй этап строительства. Їжджав 600 апреля разрешите. То он покажет. Президент Бадра Гунба осмотрел ход ремонта дороги в селе Парнаут Гулрыбского района. Ранее по поручению главы государства на участке протяженностью 4,5 километра были проведены работы по расширению дороги, расчистке обочин и обустройству водоотводов для ливневых стоков. На данный момент первый этап работ завершен. В дальнейшем здесь планируется укрепление береговой линии, уплотнение дорожного полотна и проведение других необходимых работ. В ходе поездки президент пообщался с жителями села, которые выразили благодарность за внимание и помощь в решении насущных проблем. На встрече также обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей. Создавать достойные условия для жизни наших граждан – главная задача руководителей всех уровней, заявил Бадра Гунба. Частично мы тоже убрали, как если вы обратили внимание, мы сейчас начали открывать трубы, где-то дороги сузились, мы тут газ, Пока погода позволяет. да. Но нам сейчас нужен дождь для того, чтобы положить. Да. Обращение жителей села с просьбой привести дорогу в порядок. Мы со своей стороны обещали, и вот сегодня уже работы начаты. Все хорошо, спасибо большое, что отозвались на нашу помощь, что не забывайте нас, мы благодарны очень вам. Спасибо большое от всего села. Что касается других работ, это электроснабжение, водоснабжение. Там, где мы сможем быть полезными, мы обязательно это сделаем. Спасибо вам огромное. Мирного неба над головой. Удачи вам. Бадра Гунба посетил детский лагерь Апейпш при Ачимчирской школе-интернате. Главу государства встретили министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Ачимчирского района Алхас Каца и директор школы-интерната Астанда Чулоко. Президент ознакомился с работой тематической секции «Экоквест». Презентацию экологического проекта провела Кама Адлиба, которая продемонстрировала модель очистки и фильтрации воды простыми и доступными методами. Особую значимость сохранения водных ресурсов в республике подчеркнула инженер-химик со стажем Деспина Цибулевская. По завершении презентации присутствующие наглядно подтвердили безопасность и высокое качество очищенной воды. Репортажи из детского лагеря Апейпш при Ачимчирской школе-интернате смотрите в нашем ближайшем выпуске новостей. Остановка Ингурге, судя по инженерным новостям, не причина, а следствие аварии на линии электропередач, соединяющей Грузию с Турцией, считает эксперт Борис Марцинкевич.
Электросети Грузии и Турции соединены через вставку постоянного тока, специальное устройство для энергосистем, работающих несинхронно или на разных частотах. Авария на нем могла вызвать сбой частоты, учитывая большую мощность, с которой поступает ток, уточнил спутник Лайф эксперт. Напомним, поздно вечером 23 июля без света осталась вся Абхазия, как сообщала Минэнерго, из-за системной аварии на Ингургэс. Массовое отключение электричества произошло и в Грузии. Подачу электроэнергии удалось восстановить в течение нескольких часов. Памяти павших будем достойны. Государственная комиссия Кабинета министров Республики Абхазия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны сообщает об уведомлении Международным комитетом Красного Креста об идентификации лица, значившегося в списке пропавших без вести, гражданина Республики Абхазия Цушба Адгура Эдуардовича, 1971 года рождения. 22 июля при участии членов семьи и близких родственников пропавшего без вести состоялась процедура опознания останков. Боец 1-й мотострелковой роты 2-го батальона Гумистинского фронта, командир Фридон Авицба Адгур Цушба принимал участие в мартовском наступлении. С 16 марта 1993 года считался пропавшим без вести. Указом президента Республики Абхазия 1995 года за номером 77 Адгур Цушба посмертно награжден орденом Леона. Церемония прощания с бойцом Адгуром Цушба состоится 25 июля в селе Абгархук Гудаутского района. Продолжаем выпуск. Абхазия отметила День государственного флага. Накануне на набережной Махаджиров прошло праздничное шествие. Торжественную колонну возглавил военно-духовой оркестр Министерства обороны. Вслед за ним шли знаменосцы и дети в национальных костюмах. Маршрут проходил от площади Сергея Багапши до площади Театральной. Здесь позже начался концерт, зрителями которого стали президент Абхазии Бадра Гунба, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, члены правительства, депутаты парламента, жители и гости республики. Подробнее Анастасия Никонова. Народный артист Абхазии Арвилот Тарба, гордо держа государственный флаг Абхазии, возглавил праздничную колонну, которая под аплодисменты жителей и гостей республики начала свое шествие от площади Сергея Багапши. С 2005 года каждое 23 июля Абхазия отмечает День государственного флага. Выбор этой даты определен исторически. 23 июля 1992 года в крайне сложной политической ситуации Верховный Совет Абхазии утвердил новую символику – государственный флаг и герб республики по эскизам художника Валерия Гамгия. Абрия флага захан дарадза юкпед хабсуавилар. Еха хаквитра духамоб зхакуз зазрацую. Ашау ваниказ зазрацую. Ваха шакатара амло. Абрия флаг хабсенрешир широя хеша хагуло. Ежегодно 23 июля Абхазия окрашивается в цвета национального флага. Основные мероприятия проходят на столичной набережной. Праздничное шествие в этом году возглавил военно-духовой оркестр Минобороны. Вслед за ними шли конники с современным абхазским флагом. Позади знаменосцы. В руках каждого исторические знамена Абхазии от генуэзского до флага Абхазской АССР. Ирина Балабуюк специально ко дню флага приехала в Абхазию из Армавира. Родом она из нашей республики, 45 лет жила в Гудауте и помнит, как в июле 1992 были приняты главные атрибуты государственности – современный флаг и герб страны. Для меня этот день флага был самый особенный. И я поэтому специально приехала с России, чтобы
побыть вот на этом дне. Это наша любимая страна, можно сказать. Жительница Санкт-Петербурга Александра Иванова ежегодно приезжает в Абхазию на отдых, но впервые стала участницей масштабного празднования Дня флага. Увезу в северную столицу, самые теплые воспоминания отметила гостья. Такого зрелища мы никогда не видели. Да вообще у вас дети такие красивые, так хорошо танцуют. Мальчики вообще глаз не отвести. Вообще все организовано хорошо. Мы 8 лет сюда ездим, и с каждым годом город красивее и красивее. Знамя сохраняет цвета генуэзских знамен, ранее встречавшихся на территории Абхазии, красные и белые. Праздничное шествие завершилось у Театральной площади, где ведущие вечера рассказали об истории каждого знамени. Позже все внимание было обращено на сцену, где для зрителей, в числе которых был президент Абхазии Бадра Гунба, прошел праздничный концерт. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Сейчас коротко о назначении. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ об освобождении Льва Константиновича Квициния от должности министра по чрезвычайным ситуациям по собственному желанию. Кроме того, президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о назначении Аляса Витальевича Авицба министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. В Республику Абхазия прибыла третья группа участников летнего молодежного лагеря «Эхиштрах» из Турции. Сегодня для них провели мастер-класс по абхазскому языку, а также в Абхазском государственном университете при поддержке проекта «Знания». Совместно с Государственным комитетом по репатриации были проведены мастер-классы по теме «Традиционные абхазские свадьбы». Лекции завершились показом фильма об истории Абхазии. Старший научный сотрудник Элисос Ангулия рассказала о своей работе и о том, насколько ценны подготовленные для участников лекции. Традиция, абрахрад бхалара, культура и цаула традиция, цаула хушхаму дырдыр, хучкарон разнагара. Я сейчас прогдарza, ре уже ахпат я потоку пиха حزبخ بنقو лекция абхияза хоч пасан рзабхаз бисак бахурил ридр кулит бисак зара хорашан бисак ну их испозицик цаулан илэр камбри ажрат шарашпа у нас шпа ябанзовый нас окно орха банзов хадр зара худар зерашана бас язхуцный ридколано سكونالا نسران دي خوجك جرا أبسوا ببلورك رجيف حسبيان قري حبش زرقوي هتبش زرقو ردقي نس هتصب زيك ولا تصب والله في كابز خش حمز دردر رجي وبروح حرك خبقسي حمو. С 1 июня единственный в республике кризисный центр семейного типа стал государственным учреждением. Стабильное финансирование решило вопросы питания и содержания, но главная ценность здесь – это люди, которые каждый день дарят детям тепло и заботу. О жизни центра изнутри в сюжете нашего корреспондента. С 1 июня кризисный центр семейного типа официально перешел под контроль государства и встал на баланс Министерства социального обеспечения. Но принципы его работы не изменились. Единственное изменение, которое ощутили сотрудницы и воспитанники, это появление постоянного бюджета и уверенности в завтрашнем дне. Кардинально наша жизнь в доме, она не изменилась, но мы теперь государственное учреждение,
и понимаем, что у нас есть стабильность и в первую очередь поддержка от государства. То есть если раньше это были какие-то частные пожертвования, мы работали под крылом частных организаций, то сейчас наших детей непосредственно защищает государство. То есть вам не приходится искать какие-то дополнительные средства для того, чтобы содержать детей? У вас всегда есть какой-то бюджет, на который вы можете рассчитывать? Да, у нас есть бюджет, и более того, в августе мы будем разрабатывать бюджет на 2027 год. Сейчас в доме живут 15 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Для каждого из них стараются создать максимально комфортные бытовые условия и составить индивидуальный рацион, исходя из вкусов и особенностей здоровья. Ну, у нас есть меню, которое мы периодически меняем, разрабатываем с нашим поваром. Не всегда мы придерживаемся этого меню, потому что бывают разные ситуации. И учитывая, что у нас 15 детей, у всех вкусовые потребности разные. В общем, кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо, кому-то можно красное, кому-то нельзя красное, ну там аллергия у кого-то. Поэтому мы стараемся как-то вот наш повар, исходя из нужд детей, она вот готовит необходимую еду, старается лавировать и сделать так, чтобы самое главное всем было вкусно. Но с учетом того, что дети все съедают, мы довольны работой нашего повара на сегодняшний день. В этом плане тоже были большие сложности, потому что это 5-й повар с момента, как мы открыли кризисный центр. Главной проблемой центра остается кадровый вопрос. Учреждению регулярно требуются социальные воспитатели и няни. Работа суточная, эмоционально непростая, поэтому многие сотрудники быстро выгорают или выбирают сезонную подработку. На смене 2 педагога, и они сутки через 2 работают. То есть через каждые 2 суток они могут выходить на смену. Но так как у нас людей мало, бывает реже приходится выходить, у кого-то наоборот большой перерыв в работе. Мы тоже здесь стараемся подстраиваться под тех людей, которые здесь сейчас работают, потому что многие совмещают. То есть это их 2-я работа, у кого-то даже 3-я работа. Поэтому сложно найти людей, которые вообще ничем не занимаются, и чтобы они работали как полагается, вот как нам нужно в первую очередь. Несмотря на статус социального учреждения, распорядок жизни воспитанников стараются не ограничивать. Подростки свободно выходят в город, работают и гуляют с друзьями, а младшие посещают кружки, секции логопедов и психологов. Это расписание наших детей, кто куда ходит, дни недели, и наши дети, которые сейчас заняты, у них, как видите, очень все расписано такое. Мы, в общем-то, не отличаемся от обычной многодетной семьи. Все наши дети имеют возможность выходить из кризисного центра. У старших вообще полная свобода. Они у нас работают, они ходят на занятия, они сами себе придумывают свой досуг, они выходят на прогулки с друзьями. То есть в этом плане у нас, важно понимать, не закрытое учреждение, оно открыто. В двухэтажном доме расположены 4 полноценные спальни, игровая комната и досуговый зал с экраном для совместных просмотров фильмов. В быту дети учатся самостоятельности и помогают ухаживать за домом и прилегающим двором. Работа нелегкая, скажу сразу, но очень, во-первых, у нас сплоченный, хороший коллектив. Нравится тем, что, знаете, мы не безразличны к судьбе каждого ребенка, и мы очень сильно к ним привязываемся. Конечно, есть сложности и в поведении, как у всех детей, наверное, как в любой большой семье. Замена семейного тепла и уюта для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, требует от персонала полной отдачи. Воспитатели сопровождают ребят в школы, больницы, развивающие центры и организуют их досуг. Проводим беседы, узнаем о их желаниях. Иногда даже делаем какие-то маленькие подарочки для них. Кто-то от себя, кто-то... Вообще организация «Панорама», очень много подарков на Новый год, на день рождения. Был сбор недавно, мальчик получил велосипед. Это была его большая мечта. Он так постоянно ходил. Наверное, я не получу велосипед. Один получил, а второму тоже захотелось. И очень грустил. И когда он свой подарок, то есть вручили ему подарок, он был счастлив. Что это очень важно, не знаю. Это много значит для этих детей.
Вам нравится ваша работа? Ну, когда я устаю, я думаю, что все, я должна уйти. Но так в целом да, потому что мне кажется, что за целый день я кому-то улыбнулась, кого-то обняла. Мне кажется, я не совсем плохо провела день, и это, думаю, да. Государственная поддержка стала для центра надежным фундаментом, но главное здесь по-прежнему делают люди. Сейчас дому остро требуются педагоги и социальные воспитатели, готовы работать по графику сутки через двое. Ведь финансовая стабильность у центра теперь есть, а вот заботы, внимания и теплых рук для 15 ребят много не бывает. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Президент подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия». Указом Бадри Гунба за вклад в развитие эстрадного искусства Абхазии, высокое исполнительское мастерство, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено абхазским эстрадным исполнителям Кучуберия Изольде Геннадьевне, Канджаре Автандилу Автандиловичу, Шумене Джейрану Константиновичу. Группа «Анатрио» представит Республику Абхазия на 21-м международном фестивале-конкурсе народного творчества «Хрустальный ключ» 25 июля в деревне Сартаково Нижегородской области. На открытой площадке музейно-выставочного комплекса «Березополье» состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». За более чем 20-летнюю историю фестиваля его участниками стали свыше 450 творческих коллективов из Нижегородской области, различных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Сербию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Вьетнам, Бангладеш и Мадагаскар. В этом году Республику Абхазия на международном фестивале представит группа «Анатрио». Спектакль «Земляника» по рассказу Джумы Ахуба был показан в Москве в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар» 23 июля в День государственного флага Республики Абхазия. Показ прошел в амфитеатре на Покровском бульваре и собрал зрителей на одной из самых красивых открытых площадок столицы. «Земляника» в постановке Дениса Хусниярова уже не впервые была представлена московской публике. Это спектакль, который по-новому раскрывает абхазскую литературу, превращая рассказ Джумы Ахуба в современную экзистенциальную драму. В Сухуми на площади у драмтеатра состоялся второй отчетный концерт проекта «Народная сцена Лапчаба», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры – Президентский фонд культурных инициатив, продюсерский центр «Интеграция», Минкульт Абхазии, Море ТВ. О спорте. Теннисистка из Абхазии Валерия Джинджолия успешно выступила на турнире города Сочи «Морской бриз», который проходил с 18 по 23 число в Адлере. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена. Валерия Джинджолия стала победителем турнира среди спортсменов до 17 лет в одиночном разряде, завоевав золото. Сейчас о погоде. В выходные дни 25 и 26 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье кратковременные осадки локального характера, в разное время суток гроза. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолета, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 27 до 32 градусов. Температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных.